И снова здравствуйте. Вот я с ними и живу. И послушай, что я родился, у родителей мальчик. Вон оттуда. Ты кто? Попробуем разобраться. Так что пошел. Друзья, мы продолжаем наше путешествие вместе с Фарходом Колоновым. И сейчас мы пересекаем границу Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Всем привет! Привет, привет, привет! Это первый день нашего путешествия по кругосветке. Мы прошли первую границу, это граница Таджикистан-Узбекистан. Прошли через Пенджикен, едем в Самарканд. Все удивлены, что за проект, почему, как, когда объясняешь, люди улыбаются и спокойно пропускают дальше. Так что мы едем, все у нас хорошо. Увидимся в Самарканде. Всем привет! Мы таджики 5! Мы пересекли границу. Где мы оказались? Ну, на самом деле, так как я ехал с детьми, если вы помните, первый месяц дети были со мной, то есть они проехали 7 стран, я постарался им показать, по крайней мере, до шенгенской зоны, показать географию, уроки. Поэтому я решил, первый город, который я покажу детям, это будет Самарканд. Это один из моих любимых городов, в котором я был много-много раз. Я знаю его историю, знаю красивые места. И, естественно, я хотел также детям показать вот эти великолепные места и чуточку рассказать им об истории этого города. То есть, получается, если бы ты ехал без них, ты бы просто вот так вот прокатил незаметно? Получается так, если бы не было детей, я бы просто уехал бы до того места, где я уже не был, наверное, потому что там начиналось самое интересное. Но так как я был с детьми, у меня был такой план, то есть показать им красоту, историю, рассказать кое-что. Поэтому я поехал через Пенджикен, пересекал границу. Очень было интересно моменты, когда таможенники, пограничники Таджикистана, видя эту машину, спрашивали, что это, вся в наклейках. Почему? Я им объяснял цель, путь. Дальнобойщики Узбекистана тогда? Ну, возможно, да. И когда они узнавали, они прям очень удивились, вообще без очереди пропускали прям на ура и оставили свои фломастеры. У меня был фломастер, и оставили свои надписи Рой Софет. И они, эти надписи сохранялись, в принципе, полгода. Вот. И я попал в Самарканд, то есть привез детей в Самарканд. Для них это был первый раз, они попали в Самарканд. До этого путешествовали, они были в Узбекистане, были в Ташкенте, но никогда не были ни в Самарканде, ни в Бухаре, ни в Хиве. Мы таджики 5! Добрый вечер, Душанбе, Таджикистан. Первый день нашего пути завершен. Мы приехали в Самарканд. Три причины, почему этот город. Потому что это жемчужина Узбекистана. Потому что он очень красив и потому что давно хотел показать его детям. Поэтому мы начали именно с Самарканда, дальше будет Бухара, дальше будет Хива, Нукус и понеслась вот вокруг мира. Так что мы здесь, сейчас будем размещаться, покажу с нетерпением город детям и еще раз его в 20-й раз сам посмотрю. Всем привет, всем добра, первый день, мы таджики 5! Всем доброе утро! Сегодня 2 число, значит 3-й день пути. И мы покидаем этот красивый, очень добрый город Самарканд, который я люблю, обожаю. Вот, нам здесь понравилось. Вот такая вот тема, ребят, приезжайте, смотрите города. А мы едем в Бухару. С Бухары потом в Хиву, Нукус, Бейнео и погнали на Каспий. Вот такие пироги, так что отличное утро, отличный день, чтобы его начать. Всем привет, всем добра. Душанбе, привет! Самарканд – это великолепный город, это жемчужина Узбекистана. Как там преподана история, как там дана красота для туристов, это, в принципе, не сделано ни в одном городе, ни в Бухаре, ни в Хиве. Понятно, что там очень много чего отреставрировано, понятно, там слишком много, есть такое слово, лакшери, слишком много отконфетировано, но все равно для детей это интересно. Лично по мне, я предпочитаю больше Хиву и Бухару. Там меньше вот этого лакшери. А в Самарканде все сделано очень красиво, здорово, ну,
для детей это было вот такие моменты, они ходили вот с такими глазами, я как гид правильно рассказывал, говорил, вот это вот, смотрите, это вот мавзолей Гурамир, вот посмотрите сюда, это Шах-и-Зинда. Вот смотри, Фарход, я вижу здесь очень много интересных сувениров, которые, я так понимаю, ты привез из разных стран. А вот когда, например, был в этих городах, в соседних, так скажем, да, в соседних государствах, там что-то тоже приобретал? Ну, это маленькие сувенирки, скажем так, память о тех городах, в которых я был. То есть человеческая память, она не безгранична, скажем так, к сожалению, да. И чтобы вспомнить какой-то момент, ты должен на что-то посмотреть, не знаю, почувствовать запах, и вот тогда эмоции снова приплывают. Поэтому, ну да, каждый... Сейчас рассказываешь так, как будто это путешествие закончилось буквально вчера. То есть я имею в виду свежо в памяти. Ну, Постоянно смотрит, вспоминает. на самом деле это такой момент в жизни, скажем так, он случается раз в жизни, кругосветное путешествие, поэтому его сложно забыть. Ну, да. Естественно, есть наслоение дней, наслоение месяцев, я путал города, я путал названия каких-то улиц, стран, скажем так, даже городов, но общая картинка, она сохранилась. Поэтому я смотрю на какой-то из любых сувениров или смотрю на любую фотографию, и у меня сразу вот эти эмоции всплывают, и я могу досконально вспомнить, что было. Сколько, кстати, фотографий за всю поездку? Ну, по-моему, если не ошибаюсь, где-то терабайт. Терабайт фотографий, терабайт видюшек, то есть это очень много, потому что я снимал практически 2 года, снимал на несколько камер, у меня было 2 экшн-камеры, у меня был телефон, с которым я снимал видео, и был телефон, с которым я снимал фотографии, то есть очень много фотографий и видео, очень много. Вот смотри, есть видео, там понятно, да, что ты держишь камеру, это селфи, но бывают какие-то кадры, виды извне. Ты просто людей посторонних просил или к кому-то обращался? Нет, есть такая волшебная штучка, называется трайпод. Я очень много пользовался этой штучкой, то есть восстанавливал, смотрел, как это будет, но это, естественно, геморрой. Но не без этого делал проезжание машин, то есть сам выступал, сам говорил, пользовался селфи-палкой. Я не профессионал, у меня не было целью создать вот этот момент красивейший там фильм National Geographic. Нет, я любитель, и как мог, я снимал, как мог, показывал зрителю в Фейсбуке, в Инстаграме. Надеюсь, было не так сильно коряво, вот, так что простите меня, пожалуйста, зрители, если что-то будет криво. Очень крутые, кстати, кадры, да, прям здорово, и смотришь, я вообще изначально думал, что ты на профессиональную камеру снимал. Не. Дело в том, что ты снимаешь, вот в нашем быту мы снимаем раз в день или 2 в день. Когда кушаем или когда закатываем. Когда ты в путешествии, у тебя камера из рук не выпадает. Ты постоянно снимаешь, и ты обучаешься. Приноровился. То есть я ехал, смотрел какие-то моменты, тут же брал камеру, она под рукой, раз, снимал сюда, тут же у меня папуль включал 2 экшн-камеры, и вот и сам говорил, и снимал. Я был человеком, у которого было 5 рук. Бухарский старинный медный казан. Почему Бухара? Потому что это уже контрастный город. То есть Самарканд, он лакшери, он конфетка, скажем так. Бухара чуть другая, она более старая, она более интересна. Для меня, скажем так, в ней очень много историй. То есть ты куда ни идешь, куда ни ткнешь, куда ни постучишь, это камни, мостовая, это маленькие двери резные, да, всегда были маленькие двери, и всегда ты должен нагинаться проходить, то есть это поклон дому. Очень много легенд, связанных с этим городом. Бухара, она, конечно, очень впечатлила, но еще больше впечатлила Хива.
потому что это еще город, еще стариннее. Мы жили, я поселился в хостел, который находился прямо внутри, есть такое место, старый город, он обнесен стеной. То есть именно там жили правители, там жила вся эта элита, и именно там мы поселились. То есть вот ты живешь в старом-старом доме, идешь и пол скрипит, двери скрипят, чердак скрипит, все старинное, везде резное, то есть всему этому больше, чем 100 лет. Вот этот момент пахнет плесенью, ты живешь вот в этой старине. Истории, да? Естественно, да. Детям, конечно, не понравилось, говорят, папа, мы где? Ура! Мы доехали до Хиви, ура, наконец-то! Сегодня был путь в 450 километров, и примерно он занял часов 7. Дорога, дай бог уважения туристам, которые к нам приезжают. Дорога, вот вроде полдороги идеально зеркало, но остальная половина это кошмар. Этот джип отрабатывал ямы так, что, не знаю, как колеса квадрата не стали. Ужас, яма на яме. Ну ничего, как бы ни было, мы в Хиве, мы доехали. Еще километра 2-3 мы заедем и наконец-то увидим этот город-легенда. Всем привет! Мы таджики Беш. Так, всем привет! Yaxshimizlar, esanmizlar, charchamasdan yuribsizlar. Итак, кто будет в Хиве, рекомендую остановиться вот в этом красивом отеле, называется Исванбек. Почему он? Потому что он находится внутри арк, то есть мы живем внутри старого города, за этой стеной той самой крепости. Вот все эти улочки, это есть арк. Он выходит на минареты, на красивые места, на 1000 ресторанчиков, сувенирных лавок и т.д. Есть парковка, есть камеры, стоит двухместный номер примерно 240 тысяч узбекскими, это где-то $25 нашими, с высокими резными воротами. Посмотрите, что у нас внутри. О, темнотища. На самом деле очень-очень старый отель. Возможно, здесь был какой-то дом, переделанный в отель. Посмотрите на потолки. Есть хорошая терраса с видом на город. Вот. Номера простецкие, но самое главное, есть уют, есть горячая вода, душ, все остальное. Он двухэтажный, на 3 этажа выходит здесь на крышу. Вот. Правильный отель для правильных путешественников. Вы, наверное, спите? Хива очень красивый город, а старый город вообще потрясающий. Вот за меня это минарет, называется Ислам Хаджа. Он самый высокий в Узбекистане, его высота 57 метров. Я сейчас поднимусь наверх, попробую заснять, что там и как там. Но меня предупредили то, что там высокие ступеньки крутые и мало света, поэтому съемок там не будет, попробую заснять сверху. Увидимся наверху. Нормально. Hi guys. Hello. Hi. Say hello to us. Hi. Is it hi smile red? Yes, In I'm so Uzbekistan? cool here. Ну, добрался до верх. Нелегко удалось. Привет, X-Fit, фитнес. Вот, на самом деле вид потрясающий. Это самое высокое здание, наверное, в Хиве. Ну и самый высокий минарет в Узбекистане. Вид, конечно, сумасшедший. На старый город вид потрясающий. Сейчас еще и закат будет через полчаса. Мне очень повезло. Ну, тихо-тихо. Вот они приняли этот момент, энергетика, то есть они приняли эту энергетику вот, и стали уже расспрашивать. Очень много историй им рассказал. Спрашивал у местных. Вот, очень много, мы старались разговаривать на узбекском. Вот, там будут моменты, вы посмотрите, где и я практиковались, да, и дети начали разговаривать на узбекском языке, так как мы попали в узбекскую страну. То есть Узбекистан остался вот в их впечатлении именно как
город истории, скажем так. Другие страны были по-другому. Передашь привет братьям узбекам на узбекском? Братья узбеки, вы молодцы. Ваша история, ваша культура. Ассаламу алейкум, яхшим ислам. Келилар, мархамат келилар. Вот такие. Сколько дней там провели? В Самарканде мы приехали, день уехали, 3 дня Самарканд. Бухара приехали, день уехали. То есть в каждом городе мы провели по 3 дня. 2,5, если быть совершенно верным. Этого, в принципе, этого мало, конечно, но нас путешествие гнало вперед. На самом деле дети должны были вернуться, потому что скоро уже кончались каникулы и начиналась уже подготовка к школе. Поэтому я ехал вперед, я знал, что в Турции мама полетит за ними, и они полетят обратно. Вот, и я должен был приехать к этому времени. То есть примерно получилось на Узбекистан мы потратили где-то дней 9, наверное. То есть и после Узбекистана все это вот 3 города. Это Самарканд, Бухара, Хива. Да, И Нукус. дальше- Нукус это маленький городок, это уже, скажем, граница с Казахстаном. Это красивейшие пустыни, мы там встречали закаты, было здорово. И мы проехали в Казахстан, то есть начались казахские степи, безграничные степи. Вот у нас, у байкеров, мы их называем одно. Это картинка Windows, экран. Ничего не меняется, ты едешь, я не знаю, 4 часов, 5 часов, ничего. Вот эта вот прямейшая дорога, ты засыпаешь. Как всегда у нас в эфире заметки путешественников. Маленькие советы вам, нам, всем, кто катается. Едем от Бейнео в Актау по казахским степям. Чем они примечательны? Ничем. Это просто как стрела прямая, отличные зеркальные дороги, уходящие в горизонт. И вот так на протяжении где-то 500-600 километров. Засыпаешь, но нужно пилить и пилить и пилить, потому что скорость одна и та же, нарушать здесь нельзя. В Казахстане с нарушениями очень просто все грустно, наказывают не по-детски. Вот, ну, например, что такое казахская прямая и почему ее называют картинка Windows? Потому что ничто не меняется на протяжении часами. Сейчас мы покажем вам навигатор, который показывает ближайший поворот, и вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите вот сюда. Вот ближайший поворот через 250 километров. Это ближайший поворот куда-то там. А так прямая. Едешь. Причем с крайней заправки, где мы заправились, там табличка «Ближайшая заправка в 340 километров». То есть будете ехать по себя, имейте с собой запас там бензина, солярки, чего-нибудь. Потому что 340 километров нет вообще ничего. Но только в дневное время всегда ехал или по ночам тоже бывало? С детьми только в дневное, но в кругосветке попадал и в ночное время, и попадал и в 3 утра, и в 4 утра, и заходя вперед попадал и в пыльные бури, и в бураны попадал, то есть потом вы все увидите, там было очень много интересного, куда я попадал, но это будет потом. Итак, мы пересекли границу Узбекистана и Казахстана, и теперь мы в этой замечательной братской стране. Да, привет, Казахстан. Казахстан интересная страна, да, очень интересная, там есть очень много чего посмотреть, но для детей самое интересное это было море, потому что первый был Каспий! Первое море в их жизни. Кайракум. Дай бог здоровья Кайракуму. Дети там были очень много раз, но морем там и не пахнет. Это большое-большое озеро, оно искусственное, и это чувствуется. А море живое, оно другое. Там бриз, там ветер, там прилив-отлив, там другие волны. Запах соленой воды. Запах соленой воды, там рыбы, там чего там только нет, камешки, ракушки, то есть Запах все. соленой воды может быть и на Кайракуме. Да, но ракушек там не будет. Вот, мы провели замечательное время на берегу, скажем так, Каспийского моря. Почему Каспий? Потому что все путешественники должны или объехать Каспий, чтобы двигаться дальше, или пересечь его на пароме. То есть я там уже был в проекте «Мы таджики-1» на мотоциклах. Мы загрузились на паром и пересекли паром. Паром плывет где-то сутки, прекрасный паром, плывешь по Каспию, море, ветер, брызги. И это то же самое я хотел, чтобы испытали дети. И вот мы приезжаем в этот город Актау, сразу двигаем на паром, там уже записаться очередь, там говорят, да, завтра ваш паром, завтра вы поплывете. Сегодня вот где-нибудь переждите. Мы едем, заселяемся в маленький хостел прям у моря, то есть вот дорога и море. Здорово, думаю, вот сейчас покупаемся, нас стоит завтра, мы звоним, парома нет, будет послезавтра. Думаю, ну ладно, что теперь делать? Послезавтра звоним, парома нет, будет послезавтра. И вот это вот на 4-й день я уже запаниковал, потому что у меня было время, у меня были визы горячие, у меня были дети, которые должны улететь с Турции. То есть мы доехали до Актау вчера, по плану должны были сегодня уйти на пароме. Но вот первый нежданчик, первая загвоздка, я бы сказал, засада такая, то что паром, который должен прийти был сегодня, приходит завтра. Мало того, он не забирает машины, он забирает только вагоны, потому что машин мы не добрали, на всего 7 машин. И он забирает вагоны, и нужно будет ждать следующего парома, который придет неизвестно когда. Блин,
неожиданно зависаем в Актау. Это может продлиться 2-3 дня. Вот такой-то момент. Живем вот в такой гостишке. Называется она Приморский. Сейчас я покажу. Вот ее название. Вот так примерно. А вот здесь Каспийское море, ровно в 20 метрах. Это такой маленький мотельчик стоимостью в $25 в сутки на троих, без завтрака. Вот такой вот чисто хостелский, мотельский прикол. Но будем ждать парома, а что теперь делать? Если ехать вокруг, это очень далеко. Проезжать несколько границ. А границы это стоять, ждать, оформляться. Вау. Ждем парома. Я поехал к ним, поругался, и они рассказали мне правду. Дело в том, что по Каспию курсируют всего 3 парома. Один из них не доплыл, повернул, второй поломался, третий просто не выплыл. И вот нас, они собирают клиентов, не хотели отпускать, и вот они с завтраками кормили. К сожалению, это был самый первый препон в кругосветке, такой щелчок по носу, пах. То есть не все по плану пойдет, да, имей в виду. Доброе утро. Не знаю, сколько доброе. Сегодня меня ошарашили новость, что паром, которого я здесь прождал 3 дня, он поломался, и он не придет. И еще одна нехорошая новость, то что таджику может находиться в Казахстане в течение 5 дней. В течение 5 дней он должен зарегистрироваться. А сегодня пятница, и почему-то иммиграционная служба выходной не в пятницу. Непонятно. То есть надо ехать вокруг, а это около 2500 километров, чтобы добраться до той стороны, проезжать 2-3 границы. Вот такие вот дела. К сожалению, да, зря проторчал. Кто знал, что здесь это расписание плавающее, и все зависит от дуновения ветерка, оказывается, с паромами. Вот, надо будет ехать, выезжать, что-то решать с регистрацией. В той гостишке, где я жил, регистрацию не делают, потому что это мотель. Местная иммиграционная служба сегодня отдыхает, а завтра суббота, а потом воскресенье, что-то вообще все шиворот на выворот. Хрень какая-то. Вот, ладно, мы выдвигаемся, там уже по мере будем решать, что делать. Едем до Атрау, это 900 километров. Вот, наверное, там будем часа в 3 или в 4 утра, я не знаю, как доедем. Вот как-то так. Мы с детьми сели, как взрослые мужчины, поговорили с байкерами из Казахстана по телефону, по WhatsApp, и приняли решение ехать вокруг. Вокруг это огромный круг в неделю, получается. Ты проезжаешь большую территорию, заезжаешь по России, пересекаешь великолепные города, как Астрахань, Грозный, Махачкала, то есть проезжаешь по Дагестану. Но я ни грамма не пожалел, потому что там меня ждали друзья-байкеры. Но в программе не было изначально. Нет, очень много чего в программе не было, поэтому год превратился в 2, потому что вот таких вот поворотов судьбы было очень много. Сначала им противился, а потом понял, что дорога ведет меня именно так, как она должна вести. То есть я ни грамма не пожалел, и я был прав. И мы рванули вокруг. На пароме сутки, а объезжать практически неделя. Да, это большая территория, ты должен очень много проехать. Потом проехать, во-первых, граница. Это Казахстан, Россия, раз. Во-вторых, с границы выезжаешь, потом уже красивые города. Потом снова заезжаешь в Азербайджан, граница Бамс, потом в Грузию. То есть очень много моментов таких нервных, скажем так. Ну, что делать? Надо было ехать, и я поехал. Все города, которые попались тебе, да, вот так вот по воле случая, ты как-то все-таки успевал находить какие-то особенные места, чтобы их посетить? Или, что увидим, то увидим? Ну, когда пошло все не по плану, когда уже я поехал вокруг, у меня цель была попасть в Азербайджан. То есть для меня главное, то есть по плану Азербайджан, Грузия. Здесь я, скажем так, особо не планировал. Думал, просто быстренько проеду. Быстренько не получилось, потому что я через какое-то время, через 2-3 дня приехал в границу с Россией.
Ну, в границе были небольшие препоны, все-таки препоны заключались в том, что нас задержали чуть-чуть, проверили до 4 утра, мы там просидели 6 часов в машине, но не без этого. То есть по этой границе проходит очень много гастарбайтеров, очень много людей, выезжающих в Россию. И, естественно, когда увидели цветастую машину в наклейках, когда у меня увидели паспорт, заполненный визами, и когда я сказал, что еду в кругосветное путешествие, это вызвало какие-то подозрения. И момент такой был, что меня очень сильно проверяли. Ну, мне скрывать нечего, то есть мы посидели в машине, погрустили, и в 4 утра нас выпустили, сказали, у вас все нормально, можете ехать дальше. Мы таджики! Да, кругосветный проект «Мы таджики» добрался до России. Мы сейчас находимся примерно за 100 километров от города Астрахань. То есть мы заехали вчера ночью, переночевали, до обеда посмотрели его золотые купола. И сейчас направляемся в сторону Махачкалы, то есть едем в Грозный. Вот, там нас ждут местные байкеры, мотоциклисты, будут встречать. Вот, так что пройдут нам экскурсию. И мне очень интересно посмотреть, я там был 3 года назад, как изменился город. Вот, и интересно показать детям. Так что сегодня у нас 11 день автопутешествия. Если не ошибаюсь, сегодня у нас 10 число, по-моему, даже воскресенье. Уже забыли дни, забыли числа. Это хорошо. Это хороший признак того, что путешествие начинает приобретать правильный смысл. Вот, двигаемся дальше, двигаемся по России. Чем интересно путешествие по России? Тем, что куда бы ты ни заехал, везде есть речки, озера, леса, болота. То есть можно с кайфом заехать куда-то, не знаю, с дороги и просто посидеть, попить кофейку, чайку вот в таких красивых местах под звуки кукушек и всего интересного. Красота! Это здорово. Но все-таки вернемся к твоему основному вектору. Куда направился дальше? Так, дальше я проехал Россию, то есть Россия тоже огромная страна, но нужно было возвращаться через Каспий. И я заехал уже в Дагестан. Мы таджики! Мы уже 13 дней пути и проехали примерно 4 с лишним тысяч километров. Вот, проезжаем через славный город Владикавказ. Он стоит по пути между Грозным и Тбилиси, куда мы направляемся, но мы не могли сегодня заехать, потому что наши друзья посоветовали заехать в Владикавказ и попробовать самые вкусные осетинские пироги в мире. Я знал, что я еду в город Грозный, а в Грозном меня ждал мой друг Адам. Адам, привет тебе огромное, спасибо за твое гостеприимство, за твою теплоту. На самом деле небоскребы в Грозном смотрятся феерично, здорово, очень красиво. Все в стекле и вид отсюда сумасшедший. Добрый день. Мы участвуем в благотворительной акции с мотоциклистами Грозного и Шали. С Адамом мы приехали в дальнее село проведать мальчика, солнечного мальчика, у которого синдром Даун. Вот, мотоциклисты понакупали кучу подарков, и мы участвуем в этой правильной, интересной акции. Сейчас зайдем внутрь, пойдемте. Хочу выразить огромную благодарность всем моим таджикским мотобратьям в данной ситуации, именно личному Фарходу, за то, что уделил нам время, захотел увидеть нашего больного брата, накупил все подарки на свете и решил навестить нами. Чечня.
Адам, он великий человек, большого сердца человек, я его очень люблю и уважаю. Он нас встретил в Грозном, мы пожили у него дома, наконец-то домашняя еда вкусная, наконец-то постели. Дети говорят, постели! Я никак не забуду слова моего маленького сына, когда Адам сказал, вот здесь это твоя комната, ты здесь будешь жить. Он зашел, говорит, какой большой номер, говорит. Потому что мы жили в хостелах и в машине, и в палатках. Говорит, какой большой номер. Говорит, это не номер, это комната твоя. Вот, мы прожили 3 дня в Шали, это городок прям под Грозным. Адам жил там. И вот мы ездили в Грозный, он показывал нам красивейшие места Грозного. Грозный красивый город с такими красивейшими постройками, небоскребами. Ездили по мечетям. То есть это было незабываемое время, когда я себя почувствовал наконец-то сквозь, скажем так, уже 2 недели дороги я почувствовал себя дома. Вкусная еда, общение, теплота, уют. Это было здорово. Места порекомендовал бы посмотреть в этом чудесном городе? Ой, на самом деле мест очень много мечетей. Вот мечеть – это гордость Грозного, гордость Шали, гордость Дагестана. И каждая мечеть построена с такой душой, с такой красотой. Мечети, они дизайнерские, они не в нашем понимании, вот как мы вот видим мечеть, они красивые. В этом элемент светоподсветки, в этом элемент, скажем, высоты. Здесь минареты чуть по-другому сделаны. То есть эта, скажем, республика, она усеяна мечетями. И вот эти мечети, они каждый красивее другой. Мы даже заходили в мечети, заходил с детьми, с Адамом, то есть проводили молитвы. И вот мы сидели, смотрели, упивались тишиной, заполнялись энергетикой. Прям смотрел на детей, дети прям замолкали. И все, вот они впитывали энергетику. Это было здорово. Это было... Адам, тебе спасибо. Всем пока! Оставайтесь с нами. Для монтажа я скажу, ладно? Что-то автомат передергивает. Были же какие-то все-таки сомнения внутри? Абсолютно отвратительные люди. Проносится перед тобой. Куда я еду, я еще не совсем понимаю, что меня ждет на протяжении целого года. Давайте. Меня вот так. Падла, вернись. Дубль сейчас пересекем, хорошо переотрежем. Простите меня за мой сон. Ну, на самом деле... Уже запутался. Бах, давай лучше, у тебя лучше получится. Я пока это... Сабир не для эфира. Очень много моментов, таких нервов, скажем так. Ну, что делать?